Ну что, друзья, врываемся во второй тайм матча Бобруйчанка-Днепр-Могилев. По нулям у нас в Бобруйске. Интересный первый тайм. Достаточно много моментов, но еще больше угловых ударов. И, конечно же, прямо сейчас, что можно еще сказать, кроме того, что давайте начинать. И начинаем, и активно начинают именно команда из Могилева. В принципе, что и нужно и делать, поскольку 3 очка брать, я уверен, сказал Михаил Соболев в перерыве. Обязательно брать с таким как бы составом нужно. Момент в другом, что сказал Николай Касаткин своим подопечным. И насколько верят они в себя. Видно сразу, что у нас тут готовится замена, и Шляхтина Виктория, я так понимаю, должна появиться на поле по 19 номерам. Интересно, кого она заменит в составе Бобруйчанки. Хорошо, Нижегородова вперед. Денисенко, классный пас на Барлюгову. Ну вот Барлюгова тоже, кстати, в первом тайме фалит она. А Барлюгова в первом тайме тоже себя не сильно вот проявила. Был в конце просто стопроцентный у нее момент. Но она его не использовала. Ну и вот появилась на поле Шляхтина под 19 номером. Я так подозреваю, что Горбунову или Ласточкину она заменила. Ну посмотрим. Посмотрим по ходу встречи. Так вот, если касательно еще желтых карточек, то Смоловская не дает себя обыграть. Браво, браво. И главное, посмотрите, что Гаврилина до конца не выключается из эпизода. Так вот, что касается желтых карточек. Барлюгова под желтой карточкой, и желтую карточку имеет Конева, которая не справилась с долей Дианы в эпизоде. Благо, Ситникова пришла на помощь. Очередной угловой, Ласточкина будет его подавать. Справляется, все нормально. Хорошая контратака может получиться у Днепра. Гудченко чуть-чуть за шиворот получает мяч. Но это не останавливает ни в коем случае атаку. Зарина, браво. Но как-то непонятно. Вот мы сейчас действия были. Денисенко. Пока на замену вот в команде Михаила Соболева, наверное, напрашивается вот по ходу, да, первого тайма, то как раз-таки Денисенко. Денисенко и отчасти Юлия, которая. И отчасти еще Манюкова. То есть ожидается больше, вот, правда, от Манюковой. Сейчас принципиально. ССК. Нельзя разыгрывать. И Михаил Соболев классно отпасовал. Показал свой скилл. Главный тренер Днепра. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот это опасно. А вот это Анисковцева. А вот о чем и речь. Классная нападающая, как я уже говорил. Включиться в эпизод просто ее конек. Ну, а выключиться это конек в двойном размере. Что-то невообразимое сейчас Ласточкина продемонстрировала. И бегут вперед. Спокойно забирает Маховская мяч в руки. Хромко вот я не наблюдаю на поле. Видимо, Шляхтина вместо нее и вышла. Поскольку и Горбунова, и Ласточкина на месте. Да, Хромко покидает поле. Ух ты, посмотри, а как сейчас Горбунова мяч вперед-то принесла. Просто в нападение.
Ну и как будто сейчас Днепр еще в раздевалке остался, да? А Бобручанка вышла. Бобручанка вышла и делает свое дело. Танцует чуть-чуть лезгинку Михаил Соболев, это нормально. Не согласен он чуть-чуть-то, конечно, тут я понимаю, так. С данным эпизодом. А вот и Кучинская, вот и капитан команды. Вот у Фигефтьели против нее Ситникова видно под персональная опека. И Свидунович штанга. Штанга, друзья. Ну, надо играть. Надо играть на выходе более сплоченнее, что ли, команде. Не бояться. Свидунович то выходит, то не выходит. Опасно Борлюгова. Ну, цепляться за мяч надо, чтобы офсайда там не получилось. И Денисенко Юля. Фол против нее. Ну и да. Сейчас бы не было фола, к примеру. И потеря была бы за Денисенко там тот эпизод. Нижегородова. Вперед, далеко. Ух ты, тут как-то не разобрались первый раз между собой. Бобручанки. Гученко успевает до мяча. Делает добро штрафную. Тю-тю. Тю-тю. Маховская забирает вот таким вот образом. Не знаю, почему-то, когда она делала данное движение, мне это напомнило танец своеобразный. В Аргентине есть. Аскареллов, если я не ошибаюсь, он называется. Когда вот именно подобным образом танцуют, как Маховская забирала мяч в руки. Ну и да, видим мы, что солнышко яркое светит в Бобруйске. А у нас тут в Минске собирается дождик. Что-то непонятное сейчас продемонстрировал нам Гавриленя. Было видно, что она не допрыгнет до мяча, но она все равно почему-то прыгнула. И как Осмоловская сейчас просто... Она показала мастер-класс. Берется за голову Михаил Соболев. Смотрит на часы. Ну, я тоже не понимаю вот это вот действие Смоловской в последнее время. Что-то как-то она тоже отключается потихоньку. Было у нее неприятное столкновение с Долей Дианой. Возможно, что-то сказывается на самочувствии. Хотя после перерыва вышла и нормально. Ну, пьет сейчас, вот прямо сейчас она воду. И Кучинская подбегает к мячу. Ну что, будет гол? Эксперты. Футбольные и диванные критики. Нет. Мяч не в воротах. С очередного углового. Борлюгова. Ну, побыстрее нужно действовать с Борлюговой. Особенно вот в таких моментах. Виктория, Виктория. Что там? Апеллирует. И Камерунка. И Нигерийка. Что там, пенальти? Но нет. Там угловой. Ну-ка, 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 что тут в эпизоде у нас? Там все нормально. Там дело в том, что до команды Днепра, я так понимаю, что думала, что там офсайд. А в случае с футболистки в Ручанке показывали, что нет, там все нормально, стандарт угловой. Ну что, капитан команды Кучинская, с вас спрос. Вот это заброс. Вот это просто шикарно. Доля Диана как-то, смотрите, вставляет Судновича она. Поволноваться на газоне. Кто у нас на газоне-то лежит?
Сложно разобраться в эпизоде. Боюсь. Ай-яй-яй-яй. Ситникова на газоне у нас. Надеюсь, все в порядке. Ситниковая будет. Такой защитник. На вес золота, особенно в таком матче. Разыгрывает Бобрученко этот мяч. Что-то непонятное. Сейчас пыталась тоже вот придумать вот на верхнем этаже эту Гифтьели. Она головой туда-сюда подпрыгнула и прокрутила. Денисенко, ну, чуть-чуть зряче, но как бы вот одним глазом посмотрела, а вторым пас адресовывала. Капустина. Что там, кто там, я не понимаю. Вот это вот два последних эпизода. Кому Денисенко и Капустина пытались мяч отдать? Либо мяч просто на ногу не лег. Честно, будь я главным тренером Днепра, я бы по возможности выпускал бы уже в нападении Артишевскую. Ну или кого-нибудь бы выпускал. Но я не главный тренер. Поэтому жираф большой, как говорится, ему виднее. И аут у нас в пользу Днепра. Как-то дают спокойно себя чувствовать бобручанки. Девушки из Могилева. Доли Диана. На прешес там она пыталась адресовать данный мяч. Но не получилось. Очередной угловой. А у Доли Диана что-то с левой рукой. Да, вот так вот. Денисенко правильно. Лучше Доли Дианы там опекать. Кучинская. На дальнюю штангу? Не думаю я. А вот сюда вот на ближнюю. Вот что и делает она. Сезонович, не спешить. Не спешить. Мяч у Смоловской. Ух ты, как Ролюгова тут действует. Скажу так. Если бы не полузащита прямо сейчас Бобручанки, то команда бы из Бобруйска просто максимально преобладала бы над командой из Могилева. Но просто вот не держит мяч в центре. Ну и вообще, в принципе, полузащита Бобручанки как-то не очень. А так, конечно же, что атакующая линия, что защита пока классно. Ну и как-то не раскрылась еще, наверное, команда просто Михаила Соболева в плане вот в этом матче. Где тот самый скилл, который они показывали с той же АБФФ? Где та самоотверженность? Борьба до конца эпизода. Но мне еще вот нравится одно, что мы сейчас смотрим за командами. А если посмотреть на скамейку запасных, а именно рулевых команд, Николай Касаткин, тоже уже достаточно опытный и возрастной тренер. Михаил Соболев как раз таки достаточно молодой и тоже опытный, никто не спорит с этим. Но вот, скажем так, опыт и, возможно, где-то амбиции. Интересно наблюдать. Ну что, вот так вот разыгрывает, посмотрите, как Ласточкина мяч с Кучинской. Ну и что? Днепр. Да, что сейчас Бобручанка. Ну, куда вот так вот быстро разыгрывать, куда так быстро спешить? Это быстрый мяч, но он никуда.
Опять же, была бы техника исполнения. Вопрос один. А тут как ты быстро и... А вот залетит? Ну, это же не Гомель, не Брест. Не в обиду этим командам. Гученко. Посмотри, давай, Люба, бей, Люба! Удар выше ворот, мяч летит. Вот. Нижегородова, где ты? Где твои дальние удары? Капустина, где скорость, где прострелы? То же касается и Анисковцевой у Бруйчанки. И Гаврилени. Не говоря уже про Туфи Гифтьели. Тоже может она. Но тут она, конечно, не берет игру на себя. Ну что, Денисенко добирается до мяча. Вывела его из аута. Ну вот почему странно не поиграть чуть, не подержать мяч. Именно короткими передачами. Днепру. Пытаются разорвать линию. Да не думаю я. И удар! Забивает Капустина Зарина. Нет? Не забивает. Гол уже. Гол. Засчитан гол. Браво, Зарина. Браво. 21 номер на 62-й минуте. С передачи Гученко Любовь. Забивает Зарина Капустина. Смотрите как, а? Ах ты, Зарина. Вот, вот. И скорость пригодилась. И подключилась. Ну, конечно же, Гученко, а? Что я мастеру своего дела буду что-то еще говорить? Просто браво. А вот сейчас интересно. А вот сейчас... При забитом мяче что делает Днепр? Днепр бежит забивать второй. При забитом мяче что делает Бобруйчанка? При том, когда проигрывает. Бежит вперед. Поэтому... Тут сейчас, конечно же, все в руках подопечных Михаила Соболева. Я так считаю. Подраскроется чуть-чуть Бобруйчанка. Все классно. Но опять же, почувствовать этот вкус забитого мяча. Так важно. Вообще, заметил такую тенденцию для белорусского чемпионата. Именно для женских команд. Лидеры таблиц турнирные. Вот, если кто-то первый забил, все, сразу начинают уже чувствовать себя более уверенней. Хотя даже на поле они до этого могли выйти фаворитами. Желтая карточка у нас в данном эпизоде. Гученко оказывается на поле. Посмотрим еще раз, я думаю, повтор этого эпизода. У нас все в порядке с Гученко, а Нижегородова будет грузить мяч в штрафную. Отмеряет, сколько стенка шагов должна быть. Судья. Я так понимаю, что желтая карточка там была Кучинской дана, капитану команды. Мяч в штрафную летит, тут у Фигифтьели первая на мяче. И вперед, Гавриленя на доле Диану, но тут Ситникова. Добрый вечер. Ох ты, прессинг какой пошел. Игра вообще, в принципе, раскрылась чуть-чуть. Чувствуется. Пару минут сыграно, а чувствуется. Денисенко налево передача просилась на Манюкову. Но не хочешь ты. Ну ладно. Вот Фигифтьели. Просто при виде ее соперницы сами отдают ей мяч, мне кажется. 1,86 м, по-моему, данный игрок. Ну и что тут? Чуть не разобрала по траектории полета. Смоловская, если я не ошибаюсь. Нижегородова.
Понятно, Денисенко. Не спешить. Конечно, куда спешить? Осмоловская, что ты тут, да. Неожиданно, неожиданно для нападающих. Ну, как-то безответственно Конева сейчас к этому мячу подошла. Доля Диана ошиблась, а Конева подумала, ну, значит, да. Ах ты, на замахе. Отмечаю Ласточкину. Браво. Шляхтина. Кучинская классно поборолась за мяч. Осмоловская. Первый раз, вот хвалю Осмоловскую за эту встречу, прям в крутом эпизоде Гавриленю она сделала, скажем это так. Кучинская. На дальнюю штангу она пыталась загрузить на долю Диану, но нет, и офсайд, если я понимаю правильно. Замена у нас. Манюкова, вот она. Да, Манюкова покинет поле. Ну, не то чтобы сказать, чтобы классно отыграла матч. Просто была незаметна. А Капункина Валя выйдет и станет чистым нападающим у нас. Миниатюрная для нападающего игрок Капункина. Тоже в сборную заявлялась она. Но не знаю почему. Не знаю почему. Настолько она защиту заставляет привлечь к себе внимание. Ну, что просто... Вот Уфе Гифтьеле, да, по сравнению с ней там... 2 Капункина это равно 1 от Уфе Гифтьеле. Но все равно будет интересно понаблюдать. Тут это Прешис. Прям как Промис СКА. Так и Прешис в Бобруйчанке. Все хорошо, Капустина мяч удержала, я так понимаю. Капункина. Вот, посмотрите просто. Она даже до плеча не достает эту Фигифтьеле. Конева под желтой карточкой. Опять Капункина. Передерживает ее Кучинская за майку. И классно, классно. Михаил Соболев браво сказал, борись за каждый эпизодик, я так понимаю. Действует и свежая. И Капункина вот последние 2 эпизода прям классно провела. Молодец. Нижегородова. Дальняя пушечка. Маховская на месте. И показывает там, что, видимо, был офсайд у игроков из Днепра. Видно, что потихоньку и в Бобруйске исчезло солнышко. Тем самым лучше для нашего футбола. Шляхтина какая? Ах ты посмотри. Ну, чуть не поняла она задумку. И прежде этот мяч был адресован или Доле Диане. Сама для себя не решила. Аут в пользу Бобруйчанки. Гавриленя вперед. Смоловская снова, так сказать, в микро-очном противостоянии с Гавриленя. Плюсик зарабатывает. Доля Диана, Прешис. Ну, так вот как-то непонятно Прешис. Грузила. Этот пас был адресован вдоль штрафной. Капункина смотрит. Смоловская пас адресован. Смоловская, ну, только, да. Чуть-чуть спокойно, спокойно показывает Михаил Соболев. Смоловская вперед. Ну, а тоже вот это вот. Где игроки из Могилева, я не понимаю. 5 бобруйчанок при вводе в аут.
Перекрыли всех. Ну что, очередной у нас водопой. Назовем это так. Не хватает у Смоловска даже, чтобы бутылочку в руках подержать. Ну как бутылочку? 5 литров воды. Вот такие вот бутли прям большие. Видим мы на поле. Ну а видно, что главной судье Буйко Марии пить не хочется. Вспоминает она, где ее карточки. На грудном кармане они. Все правильно, все на месте. Да, вот я смотрю, девочки пьют, жарко. А смотрю за окно, и вроде бы по маленькой-маленькой капельке что-то и нарисовывается. Ну что, пауза закончилась. И стандарт в пользу бобруйчанок. Кучинская у мяча, капитан команды. Вот Капункина, понятно, убегать будет. А Денисенко что? А, ну, наконец-таки. Вперед! Летит мяч. Не дать бить! Справляются сейчас. Днепр. Анисковцева. Какой классный пас на ласточке, на Гавриленю. Ну и да. Замена у нас. У бобруйчанок в составе. Ласточкина покинет поле. И появится у нас Шпак Оксана. Шпак Оксана тоже неплохой игрок. В любом случае, не ослабит команду бобруйчанок, а где-то в каких-то даже в технических моментах и улучшит. Долидиана прорывается в штрафную, наносит удар. Свидунович на месте. Хорошо, Мария. Продолжайте в том же духе. Ну, сейчас начинает атаку Конева. Вперед на Денисенко. Но такие забросы, когда там есть вот у Фигифтьели, это как просто отдать мячик бобруйчанке. Вралюгова, ну как ты не прошла? Отличное действие в составе бобруйчанок прямо сейчас происходит. Но не хватает сил, видно. Не хватает сил уже доли Диана что-то подействовать как-то. Противопоставить и показать защите Днепра. Свидунович вперед. На Бурлюгову. Но та не очень технично обрабатывает мяч. Фалить нельзя. Прешес. Фридчат надо. Прешес было. Вот так вот Свидунович решила все-таки побороться за мяч. Но смотрите, да, показывает боковой арбитр, что мяч был за пределами поля. Это у нас либо Даньковская Татьяна, либо Соколович Валентина. Подняли флажок вверх. Свидунович, не спешить, не спешить. Сыграно практически 30 минут второго тайма. Ну и похоже, вот в первом все действия мы видели. Гученко, ну что, хватит ее? Хватит ума, если не хватит физухи либо скорости. Но тайм-аут, я так понимаю, зарабатывает в бобруйчанке. И будет Гавриленя вводить мяч в игру из-за боковой. Долидиана. Смотрите, на какой позиции прямо сейчас заказывается Конева. Хорошо подстраховала она Смоловскую. И Гавриленя не добирается до мяча.
начинает свою атаку. Днепр. Ну, я думаю, вот забей сейчас девушки из Могилева второй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это желтая карточка Шляхтина. Да. Желтая. Гученко на газоне. Знаем мы, что такое Гученко для Михаила Соболева и его команды. А это просто моментище. Да, Шляхтина грубо сыграла. Моментище, и в котором Нижегородова, ну, попади она хотя бы в створ ворот, явно может создать огромнейшую угрозу Маховской и ее партнерам по команде. Прицелилась. Удар. Под перекладину мяч летел. Маховская прямо в руку подняла и повторила тот самый аргентинский танец. А это контрнаступление. Денисенко нужно быстрее возвращаться. Опять Денисенко и Фалит. Фалит, а не Сковцева. Ну, это прям такой фол, который, ну, не знаю, я не нужен был. Могла она и побороться и нормально. Смоловская. Ай, не совсем хороший пас на дальнюю штангу, на Капустину. Ну и тут вот она. Ситникова, хорошо. Снова Ситникова. Не спешить. Неточная передача на Прешис. Нижегородова поборолась, и хорошо. Ух ты, Капункина, а. Вот офигеть, я даже не ожидал, что из-за спины может выскочить. Кто? Правильно. Миниатюрная Капункина. Денисенко в штрафную грузит. А не посмотрел, потому что. Я уверен более чем. Ситникова, пожалуйста. Выбивает мяч в аут Ситникова. Доля Диана, против нее Денисенко. Прешис. Нижегородова. Не ушел мяч за боковую. Вот только сейчас это делает. Нижегородова мяч убивает. И руками, да, руками сыграла сейчас Капустина. Сама это прекрасно понимает, не спорит. Видимо, как сильный ветер поднялся по флагам, которые вверху находятся. Ну и по угловым тоже. В Обруйске. Тут не фалить нельзя. Все видит главный судья. Хорошо, Денисенко вперед на свежую Капункину. Желтая карточка у нас, я так понимаю, будет очередная. Нет? Нет, не показывают желтую. Буйко Мария. Ситникова будет вводить мяч в игру. Не спешит она с этим делом. Неточная передача. Смоловская. Нагученко. Ну, чуть-чуть сильнее и точнее нужно действовать команде из Могилева. Поскольку, ну вот, одна ошибка может стоить пропущенного мяча. И тем самым, скорее всего, уже какими-то надеждами только на третье место. Не было там руки, и апеллирует прямо сейчас Доля Диана. Я думаю, заметно было. Странно, как Доля Диана могла видеть со спины этот эпизод. Я думаю, боковому арбитру было гораздо лучше.
Гавриленя вперед. И 31 номер наносит отличный удар Анисковцева. И просто Свидунович такими гигантскими усилиями мяч выбивает. И тут не пожарить, главное. Нету линии защитной. Циска нет, девушки, продолжаем играть. Денисенко вперед. Как-то Денисенко, да, подустала, наверное. Стояла вот та же Гученко одна. Почему не отдать? Почему не пробежать самой? Странно. Смоловская что-то непонятное сделала. Грамотно поставила корпус Гавриленя. И аут в пользу Бобруйчанки. Да, друзья, 10 минут, чуть меньше остается играть в основном времени девчонкам. Свидунович забирает мяч в руки. Ну и пока так вот как-то Бобруйчанка вроде бы имеет преимущество. А вроде бы и не имеет. Вроде бы бьет поворотом, а вроде бы и не бьет. Вроде бы есть шансы. Но забитых мячей как-то и нет. Оказывается, прямо сейчас Денисенко на газоне. Совсем удачно она сыграла. Не хватает, я так понимаю, у Ани сил. Потому что, ну, вот это вот падение, неточные передачи. А там есть кто-то впереди, вот мне интересно. А, да, там Гученко мельтешила, но была перекрыта. Поспешила, наверное, с пасом, я так понимаю. Ее партнеры по команде. Ну и как обычно, Николай Касаткин сидит у нас. Михаил Соболев стоит, поэтому тут ничего удивительного. Не успела сказать про ветер, как в Минске тоже поднялся большущий просто ветер. Назревает ураган, и я так понимаю, назревает ураган в раздевалке Бобруйчанки. Если так вот закончится матч. Не говоря уже, что будет в раздевалке Днепра. Ой-ой-ой, какая ошибка! Тут у Коневой, а? Уже вообще не у Ситниковой, конечно же. Ну и тоже там еле кто-то подстраховал ее. Денисенко там была за ее спиной, но все равно. Доберись до Лидзиана, либо Анисковцева до мяча, быть в беде. Все равно очень не спешить. Да, друзья, если заглянуть вот на таблицу, буквально не брать в расчет 2 сыгранных матча перед, да, началом сегодняшнего вот 14-го тура, то после 13 сыгранных встреч Динамо у нас располагается на первой позиции, 309 очков. Из всех возможных. Все возможные. После чего Минск, проигравший единожды, и тот тому же Динамо, 36 очков. Ну и дальше тоже вот это вот начинается интересная борьба за бронзу. Неман 28, Днепр 27 и Зорко 25. Судорога мы видим сейчас у Денисенко. Лежит она на газоне. Прошу прощения, Барлюгова это на газоне, конечно же, лежит. А Капустина снова у мяча. Кучинская подает. Свидунович ладошками мяч выбивает. Хорошая борьба. Просто это миниатюрная Капункина. Всегда очень интересно наблюдать, как она действует. А тут поддавливали Прешес и Доли Диана. Свидунович. Но она показала все-таки свой скилл и того, что она не боится
соперниц, таких грозных. И далеко вперед. Ну и, кстати, еще очень интересная встреча тоже предстоит. Через 2 тура такая в нашем чемпионате будет встречаться Брест и Гомель. Да, 2 команды низшего, так сказать, позиционного направления. Тоже будет борьба. Нижегородова фалит на Анисковцевой. И вот если брать, кстати, желтые карточки, то Барлюгова и Конева пока что у Днепра. У Бобручанки это Анисковцева, Шляхтина и Кучинская, если я не ошибаюсь. Это шанс. Тут нельзя спорить. И мне почему-то кажется, что как-то попытаются разыграть. Не думаю я, что Прешес будет наносить прям удар по воротам. Позиция хорошая, но для женского футбола навряд ли. Навряд ли. Долго подготавливается. Вот у Туфи Гифтиели я бы разобрал. И Прешес! Удар по воротам, браво, Свидунович. Ошибся я и рад, что ошибся. Все-таки такой момент, чем мы с вами посмотрели. Мы посмотрели скилл 2 отличных игроков. Ну что Доля Диана придумает? Ну, придумала, но ничего такого, чтобы Кучинская сама не могла сделать. Свидунович мяч в руки забирает. А сейчас спешить не будет. Я уверен. Куда торопиться? Да, и Михаил Соболев не любит, когда вот так вот в суматохе девушки начинают атаку. Он любит быстрые атаки, но не любит суматохи. Свидунович. Классно тут Барлюгова действовала. Но показывает Горбунова, что на ней сфалили. И Буйко Мария, да, дает стандарт. А вот и солнышко. Наконец встреча выглянула. Что не может нас не радовать с вами. Свидунович. На месте Свидунович, да, и классно. Долидиан там боролась, но Ситникова подставила корпус. Очень вот прям нравится мне игра сегодня Ситниковой. И если выделять кого-то, наверное, вот из команд, да, по ходу встречи уже можно это сделать, то как раз таки Днепр-Могилев я выделю Гущенко и Ситникову. Ну, наверное, больше объем работы все-таки Бобручанка в основном атаковала, давайте будем честны, выполнила Ситникова. Одну ошибку я только могу вот вспомнить, там не точно чуть-чуть был такой момент, позицию она выбрала. Ну, а так, в принципе, Ситникова сегодня отыграла на хорошую оценку. Что касается Бобручанки, то, конечно же, с приходом Доли Дианы очень классно заиграла команда, заиграла по-новому. Ну и не забила она. Доля Диана не забила, да, не сделала результат. Поэтому свой голос я бы отдал Туве Гифтьеле. Опять же, классно отыграла, 35-й номер Бобручанки. Все мячи вот верхние она снимала. И ходила и в атаку. Не видели мы, кстати, ее вот такого классного удара. Один был, но он был заблокирован. Поэтому не нападающим точно сегодня достаются все лавры. А игрокам более защитного, да, амплуа вот у Фигифтьели и Ситникова, в свою очередь. Что, друзья, у нас показывает, что нужно продолжать игру, все нормально. Чуть-чуть не довольны действием Бобручанки, конечно же. Смоловская, как прям налетала на мяч. Горбунова это была. Не спешите, Смоловской.
И вот она, последняя минута закончилась у нас, друзья. Я думаю, минутки 3 должен, как бы, главный арбитр добавить. Были столкновения. Посмотрим, что Буйко Мария нам скажет. Но 3 вправе. Вот прям честно. Одну добавляет главный судья встречи. Но были паузы, вспоминаем мы. Не скажу я, что прям согласен на 100% с этой 1 минутой. Ну, посмотрим. Кучинского мяча. Шанс надежды. Вот у Фигефтиели ищут там где-то в штрафной. Сведунович, браво. Браво, Сведунович. И Капустина Зарина. Не поставила корпус грамотно. Прямо сейчас Шпак там свежевышедшая тоже с ней поборолась. Нижегородова, Капункина. Ух ты, как выпрыгнула. Сейчас, да? Гавриленя. Ну и что, Решес? Не получается пройти. Денисенко вперед. Там уже и фолы начинаются. Как они с Ковцева как налетели просто в обручанке вперед. Смотрите, какой куча мала. Я бы назвал это так. Надеюсь, на какой-то пенальти или на что. Но судья не дает свисток. Вот что странно мне. Очень странно. Покидает мяч поля. Покидает мяч поля. И что? Кто у нас появится? Еще замена у нас? Вот это новость, конечно, да. Капустина уходит. Браво, Капустина забила на сегодня мяч. И Лазаренко Маргарита появится на поле. Но обычно по 9 номерам играла Барбаренко. Не знаю. Надеюсь, что ни одна из девушек на меня не обидится. Смотрю в протокол игры. Под 9 значит, Маргарита Лазаренко. Ну и браво, Капустина Зарина. Забить мяч, победный. Я думаю, что болельщики сегодня признают ее лучшим игроком. Но тоже у каждого свое мнение. Ну что ж, друзья, завершилась встреча у нас Бобручанка, Днепр-Могилев. Счет 0-1. Важные 3 очка едут в Могилев. С вами был, друзья, Владислав Рынкевич. Увидимся на белорусских полях.